В каких сферах жизни ислам особенно полезен? Ищите ответ на shakir.com. Ссылка в описании. Поистине, цепочка гор и построений подобна естественным возвышенностям, которые разделяют республику Кыргызстан от Узбекистана. И чем-то подобным описана стена во время Зулькарнейна. Она походила на преграду или границу, разделяющую от народа Я'джудж и Ма'джудж с предполагаемой местности в Кыргызстане и царством Зулькарнейна. С другой стороны, на протяженности гор, стоящих между двух гор, стоящих друг напротив друга, пересекают, отделяя царство Зулькарнейна со стороны предполагаемой местности в Узбекистане. И установил предположительно Зулькарнейн в этом горном проходе железо и сделал его наподобие колонны, как и прочие естественные горные преграды, примыкающие к нему, в этих границах, и этим преградил им путь. И древние карты, указывающие на царство Зулькарнейна, царя Кира, показывают северо-восточную границу между кыргызско-узбекской границей. В начале III века по хиджри, во времена аббасидского халифата, этих мест достиг Салям Тарджуман. В его записках после двухлетнего путешествия, начавшегося в Ираке и продолжавшегося до этого места, а потом он вернулся с ясной информацией к халифу Аль-Васику Биллях в Ирак. Приводится в книгах по истории и географии рассказ Саляма Тарджумана о границах тех государств, которые он посетил, и путях, по которым он путешествовал. И самый известный из них – это Шелковый путь. Последовать этими путями и этими странами можно с помощью карт Google на их сайте. И если рассмотреть полное изображение на их сайте, то видна почти полная скрытость места со стороны тех гор перед преградой и присоединением двух гор, связанных с заграждением. Мы сейчас двигаемся к предполагаемой преграде, заполненной Зулькарнейном. Достигли гор Кыргызстана, высокогорной их части. В некоторых районах они достигают 5000 метров над уровнем моря, где большинство непроходимых дорог пересечены пастушьими тропами, живностью и прекрасной природой. Расположен Кыргызстан рядом с Китаем. Граничит с разными соседями, близка Монголия и Сибирь, и входил он раньше в Советский Союз. ما شاء الله انتظر يا نجم الدين حتى لا تزعجهم. Мы прибыли сюда ночью, так что переночуем здесь, а завтра с утра, иншаллах, поедем. Мы сейчас в горах Кыргызстана, на Чаткальском хребте. Мы готовимся к завтрашнему дню. Завтра, как наступит рассвет, иншаллах, поедем вверх, дальше. Я хочу, чтобы вы подкрепились хорошо и поели макароны, которые вот в этой тарелке.
Рассвело утром и задышал завтрашний день. Начался день для пастухов, спешащих и каждый день ищущих свое пропитание. Просмотр карты между командой наземных бригад двух исследователей, чтобы разделиться перед осмотром преграды. Кыргыз показывает на карте. Там речки сходятся в одну. Мы сейчас не можем добраться. Может быть, оставим? Вон там, видишь? Зеленое. Видишь, нет? Вон там. Затрудненность доступа того места заставила нас отправиться туда верхом на лошадях, чтобы достигнуть предполагаемой преграды, построенной Зулькарнейном. А сейчас мы начинаем подготовку к движению. В горах Кыргызстана много рек и речных порогов. Так живут кочевники и пастухи. Кыргызстан, как предполагается, входил в страну Я'джудж и Ма'джудж во времена Зулькарнейна в VI веке до нашей эры, когда еще не проживал в этих местностях кыргызский народ и относился географически к землям Монголии. Сколько же лет ступали ноги племени Я'джуджей и Ма'джуджей и копыта их коней, как предполагается, по этим труднодоступным дорогам, доходя до царства Зулькарнейна, нападая на его народ и совершая нечестие на их земле. С приближением к достижению предполагаемой преграды Зулькарнейна начался новый переход. Подготовились путники к тому, чтобы переносить на своих спинах то, что им будет необходимо. Здесь ходят лишь лошади, а здесь заканчиваются и лошадиные тропы, и начинаются трудности похода пешком наших путников для того, чтобы достигнуть этой преграды. Здесь был вулкан, жерло вулкана. И потому далее мы видим, здесь следы лавы на камнях. И удивительно, что на некоторых камнях нет лавы. Мы понимаем, что лава растеклась в разные стороны. А на этих камнях, которые находятся позади преграды, я нашел на них следы расплавленного металла. А вот это другая вещь, которая не является металлом. Пойдем, пойдем.
Шайырлып калган. Ботинкасы айрылат па, 12 миң сом. Амин. Мылдан балла. Думбат каза, каза берага байна. Фонарь жоқ. Фонарь бар. Так. Енді бұл сен шумадыңыз ше. Шөз чумад. Азим монда не чөлө? Сыртtan çarçma. Yol içir. И вот тянущиеся мгновения волнения и ожидания. Они охватят любого, кто вскоре откроет предполагаемую преграду Зулькарнейна. И участники экспедиции находятся в ожидании и волнении. Предполагаемая преграда Зулькарнейна явно видно, что этот ледник, покрывающий преграду, выглядит как выровненная колонна. Выглядит так, как будто вылили железо, и оно залилось по всей протяженности. И явно видно, что это выглядит как творение людей. И известно из истории Зулькарнейна, что он использовал, как предполагается, куски железа из этой местности и плоды вулканической деятельности для того, чтобы сделать этот заслон. И две соседние горы в арабском языке называются Сафадейн. И теперь стало ясно для нас, что то, что перед нами, то, что они соединены вместе, может быть предполагаемой преградой Зулькарнейна. И они сравнились друг с другом, соединились на вершинах в высоте своей, как сказал Всевышний, заполнив пространство между двумя склонами. Наш вертолет приземляется на скале одной из гор, перед преградой, и видна долина, на которую можно спуститься с этого нашего места. Мы на вершине горы, в которой преграда. На преграде ледник, который покрывает ее зимой и летом. И мы возвращаемся к железу, которое скрыто под мерзлотой и льдами, скрывающими все. И здесь камни, и этому уже более 2600 лет. И стало ясно, что на эту преграду опасно подниматься. И это по причине падения частей ледника и обвалов. И большие глыбы льда падают до самого низа. И хадисы о Яджуджи и Маджуджи о том, что они копают преграду, это хадисы со слабым иснадом, которые противоречат священному Корану по своему тексту и словам Аллаха Всевышнего. И не могли они разрушить ее. Чаткал чокусу, чаткал кыркатоосундагы. Две горы, стоящие навстречу друг другу, справа и слева. Это две горы Садафейн, объединяющиеся в преграду. Все, давай! 2 метр 10 сантиметр oldu. Erkek. Hemen ver pribordu. Pribordu ver. Pribordu tat pribordu. Kamera gelecek içine.
Использование инструмента металлоискателя, который показывает наличие железа и меди. Инструмент показывает наличие металла в этом месте. Тот, кто упадет с этой преграды, его конец будет как у этого манекена. Яаджудж и Маджудж. Последняя битва. Иса ибн Марьям, да будет над ним мир, и связь его с Яаджудж и Маджудж приводится от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Сахихе имама Муслима, что он сказал: когда Всевышний Аллах пошлет Мессию, то он спустится перед белым минаретом на востоке Дамаска. Затем сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: Аллах Всевышний ниспошлет Исе, да благословит его Аллах и приветствует, откровение, в котором будет сказано: «Привел я таких рабов моих, с которыми никто не в силах сражаться. Укрой же рабов моих на горе Тур». И после этого Аллах пошлет Яаджудж и Маджудж, и они устремятся с каждой возвышенности. Первые из них пройдут через Тивериадское озеро и выпьют его воду, а когда пройдут поселение, они скажут: «Когда-то здесь была вода». Что же касается пророка Аллаха Исы, да благословит его Аллах и приветствует, то он и те, кто будет с ним находиться, останутся в осаде до тех пор, пока бычья голова для любого из них не покажется привлекательней, чем 100 динаров сегодня. И тогда пророк Аллаха Иса, да благословит его Аллах и приветствует, и те, кто будет с ним находиться, станут обращаться с мольбами к Аллаху Всевышнему. И Аллах нашлет на шеи Яаджуджа и Маджуджа червей, а на утро все они, как один, окажутся растерзанными и исчезнут. Мы очень рады вашему присутствию во время трансляции этой благословенной серии передач и обращаем внимание всех искателей, что будут и следующие передачи на этом канале. Может быть, Аллах сделает в этом много блага. И в окончании от меня, Тарика, Исмаиля и всех слова благодарности, и особенно тем, кто помогал нам в этом цикле передач. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Вы знаете свои обязанности перед родителями? Ищите ответ на shakirt.com. Ссылка в описании.